Что касается рабочих инструментов, здесь представлена серия предметов, определяемых как топоры. Этот экземпляр топора один из самых поздних хронологически и типологически, поскольку имеет проушину для рукояти. Это пример, который мы знаем и в современности, только выполненный из стали. Это бронзовый образец, известный по источникам и по одному подвеску такой формы. Это так называемый проушный топор. Что касается других образцов, это так называемый малепиджио с вертикальным лезвием, как у топора, а сзади, как у мотыги или кирки. Вероятно, он использовался для строительства или обработки дерева. По мнению некоторых, он даже использовался в судостроении. Есть также образец двустороннего топора, найденного в Санта-Виттория-ди-Серри, и множество экземпляров в музеях острова, например, в Национальном археологическом музее Кальяри. Этот топор со сквозным отверстием для деревянной рукояти был скорее символом, чем рабочим инструментом, поскольку анализы показали, что лезвия никогда не подвергались необходимой обработке, то есть закалке, чтобы ими можно было работать. А здесь сбоку представлен ряд топоров от самых простых до самых сложных моделей. Итак, от простых моделей с одной гранью до образцов с двумя гранями, изготовленных в двустворчатой форме, то есть двусторонних объектов, и далее до двусторонних объектов с боковыми ребрами, которые называются топорами с приподнятыми краями. Здесь перечислены различные модели, от простейшего примера с односторонней формой, то есть одностороннего объекта, до уже двусторонних образцов, изготовленных в двустворчатой форме, и до хронологически более поздних объектов. Например, вот эта модель топора с приподнятыми краями и вот эта другая модель топора с приподнятыми краями, которая датируется не средним бронзовым веком, как первая, а поздним бронзовым веком. Эти модели затем насаживались на деревянную рукоять, которая вставлялась вот таким образом в топор.